Сразу 8 социально ориентированных некоммерческих организаций Ухты получили в этом году материальную поддержку. На выплату субсидий ухтинская администрация выделила 1 000 000 рублей. Еще 161 тысяча поступила из республиканского бюджета. Деньги уже пришли. Как их освоили, расскажет Виктория Науменко. Для организации инвалидов, которые ежедневно посещают в том числе и колясочники, отсутствие пандуса – настоящая беда. И она случилась минувшей весной. От перепадов температур бетонный пандус просто треснул пополам. Несколько месяцев посетители на колясках испытывали большие неудобства. В целом, конечно, мы в организацию все равно приходили. Работа на этом и наши спортивные тренировки, они, конечно, не останавливались. Приходилось прибегать к помощи прохожих людей. Также Александр Александрович помогал нам подняться. Грантовая поддержка оказалась как нельзя кстати. На выделенные 300 тысяч рублей с собственным софинансированием Ухтинская организация инвалидов к октябрю наконец решила проблему. Осталось еще и на другие нужды. За эти деньги удалось его, грубо говоря, восстановить в полном объеме, как он должен быть, с учетом всех технических характеристик. Пандус сделан, я говорю, и покрыты часть коммунальных услуг в помещении Ухтинской организации инвалидов, где проходят мероприятия для людей с инвалидностью. Еще одна социально ориентированная некоммерческая организация Ухты, которая получила субсидию – некоммерческое партнерство развития. Уже не первый год они устраивают туристические вылазки и спортивные состязания для ухтинцев. На одной из таких 26 республиканские соревнования и первенство Коми по спортивному туризму и пошли средства гранта. Закупка и установка оборудования требуют регулярных вложений. Полученные 120 тысяч рублей пришлись кстати. Было приобретено снаряжение для проведения соревнований, стальные карабины для установки этапов, ролики с карабинами, тут уже ролики в сборе, чтобы участники преодолевали навесную переправу, крутонаклонную навесную переправу используют ролики. И 2 бухты веревки брали, новая наша веревка, ее хватает на год соревнований, тренировок. Еще ряд организаций планируют реализовать полученные средства до конца года. Главное, чтобы не помешала пандемия. Проект нескольких НКО связан с проведением массовых мероприятий. Размер субсидий варьировался от 100 тысяч до 300 тысяч рублей. Основные из них – это некоммерческая организация развития, некоммерческая организация Ухтинская городская организация инвалидов, это организация Сапсан, Чернобыль Союз Ухта и другие организации. Ежегодная поддержка НКО вошла в практику в 2017 году. С тех пор ежегодно все желающие организации могут заявиться на субсидию. Нужно только соблюсти ряд условий. Основное условие для выдачи субсидий – это отсутствие задолженности по налогам, регистрация на территории муниципалитета и чтобы сама организация действовала не менее года. И главное условие – наличие социально значимого проекта с приложенной сметой. О его реализации нужно будет впоследствии отчитаться перед администрацией. Виктория Науменко, Павел Лагутин, телеканал Юрган, Ухта.